Поймите мои слова, этой войны может выйти только одно государство в том виде, в котором эта война начиналась. Относительно вот той профанации, которую назвали встреча сторон в Стамбуле, вот две делегации, вот что это было? Я просто хочу напомнить и указать на деталь, на нюансы. Если вы помните, Путин вот эти 3-4 дня до 15 числа разных пробросов было, что Лавров приедет, Ушаков приедет, еще кто-то. Назывались разный уровень делегаций, которые Россия будет представлять. Даже вплоть до того, что сам Путин может приехать в Стамбул и встретиться с Зеленским. Вот нас так держали в этом напряжении. Но я, зная Россию, русских, имея с ними дело уже более 30 лет, я понимал, чего Путин добивается. И на самом деле, вот если кто-то обратил, 14 на 15, перед тем, как Путин озвучил состав делегации, он собрал весь состав и военных, и командующих направлений, и политических, и экономическом отношении. Все собрал, он с ними сверил часы и с ними согласовал вопрос. Все зависело от того, что ему предложат. Если командующие скажут, что да, у нас нет таких возможностей, и мы не можем, нельзя будет, нам нужен какое-то перемирие на какой-то период, он был готов пойти на это. Но он заручился тем, что те понимали, что перемирие необходимо и очень важно и для украинской стороны в этой ситуации. 30-дневное перемирие это очень важно, это очень было бы хорошо. И поэтому я знал, что Путин на это не пойдет. И военные ему не дадут пойти на это. Вот наша война, которая продолжалась 20 лет с Россией, мы уже привыкли к их манипуляциям, как они делали, и вот их заявления, декларации. Вот на территории Чеченской Республики, как говорится, все сравнается сравнение. Когда Совет Европы, парламентская ассамблея начали требовать от России начала вывода войск, перестать использовать непропорциональную силу по отношению к чеченцам и к чеченскому сопротивлению. Путин начинал заявлять о том, что все, мы выводим избыточные войска. А что это было? Это была просто ротация. Они на камеру снимали уходящих на отдых бойцов, но тех, кого вместо них завозили, это для Европы это становилось как бы аргументом. Вот видите, мы сумели повлиять. И то же самое сейчас Путин делает. Да, вы требуете от меня переговоров, ну вот вам и переговорная группа. Но он ни на йоту не изменил. И сам факт, что он послал Мединского, это было дополнительно подчеркивалось, что его позиция по отношению к этой ситуации не изменилась. Он еще 2-3 месяца назад сказал вернуться к турецкому формату. И если Трамп считает, что это его заслуга, нет. Трамп дал просто реализовать нереализуемую позицию Путина возвращение к стамбульскому формату переговоров. Именно Трамп и Соединенные Штаты Америки, поддавшись на эти манипуляции Путина, позволили Путину показать именно вот этот факт. А это, что за этим кроется? Это, во-первых, мобилизация населения. Это, во-первых, те, кто были насторожены и считали, что Путин проиграл в этой войне и нужно отходить от Путина, Соединенные Штаты Америки, продолжая с ним переговоры и называя его другом, сделали так, что они укрепили позицию Путина и внутри страны. И сегодня, вот в этот период, только Путин впервые назвал войну в Украине войной. А что за этим может последовать? За этим может последовать, если идет война, то Путин может объявить всеобщую мобилизацию. И он готовится именно к этому. Вот сегодняшними ресурсами он абсолютно не сможет ничего добиться на поле боя. Но для того, чтобы добиться чего-то на поле боя, ему надо будет очередной раз объявить всеобщую мобилизацию. А чтобы объявить всеобщую мобилизацию, ему нужно признать, что он ведет войну. Вот что публично сегодня Путин и начал декларировать. Если раньше они скрывали это под этой маркой операции, потому что войну называть, сразу становиться агрессором,
агрессор и агрессивные действия, и агрессивная война, она предусматривает существующим международным правом как военные преступления. И тот трибунал, который сегодня будет учрежден или учреждается, именно это будет отражать агрессию со стороны России. Но Путин пытается, используя отношение Трампа к себе и к России, просто на весь мир и всему миру навязать. Да, он ведет войну. И он ведет уже войну не агрессивную, а он ее ведет за свои территории, которые находятся в соответствии с их конституцией в составе России. Вот попытка подменить реальные существующие реальность, подменить на ту псевдоосвободительную войну, которую Путин хочет агрессивную перевести в разряд освободительный. Вот эти моменты, мне кажется, почему я говорил о Европейском Союзе и о странах, мне кажется, вот это очень четко начали понимать наши европейские союзники. И мне кажется, они готовы сегодня продолжать оказывать помощь и поддержку. И Америка в любом случае, если даже Трамп скажет, что он выходит из этого процесса, Америка будет продолжать поставлять вооружение. Элементарно они будут продавать это оружие, если они не будут его нам отдавать. А у американцев всегда, в принципе, мы знаем даже период Второй мировой войны, как они включились в войну. Англия в 2006 году только рассчиталась за долг, который они выделили, Соединенные Штаты Америки выделили Англии для ведения Второй мировой. Поэтому для них это норма. И поэтому и для нас должно быть это норма. У Европейского Союза есть средства, но у Европейского Союза нет той армии, которая могла бы их защитить, кроме украинской армии. И поэтому они ни в коем случае не допустят поражения, военного поражения Украины. Потому что это единственная страна, которая может взять на себя ответственность в плане защиты и стратегической безопасности этого континента, это Украина. И это понимание, мне кажется, есть у тех лидеров ведущих европейских стран. Великобритании, Германии, Франции и сегодня Польша. Конечно, это очень мощная коалиция. А то, что сегодня происходит в Украине, это не просто вопрос Украины, свободы Украины, независимости Украины, суверенитета. Это вопрос будущего всего человечества. Я говорю это без преувеличения. Я человек, который находится в положении сопротивления и борьбы за право за жизнь, за справедливость уже более 30 лет. И вот в той глобальной войне, которая сегодня идет между злом и добром, я всегда пытаюсь найти позитивное вот во всех процессах и во всех делах, чтобы сохранять возможность продолжать борьбу. Если мы принимаем и видим только негативы и ту несправедливость, которая на нас обрушилась, это может задавить человека. И, конечно, в этом отношении очень важно, чтобы украинцы, украинский народ и все, кто сегодня поддерживает украинцев, пытались во всем находить какое-то позитивное. А на самом деле, без даже этой такой лирического вступления, я считаю, что те процессы, которые сегодня произошли, и то поведение, и то, как себя повел президент Соединенных Штатов Америки, начиная своей предвыборной кампании, но в результате он во многом способствовал тому, что в мире на стороне добра оказалось очень много людей. Именно последний период и со дня такого пресловутого разговора в овальном кабинете президента Украины мы живем совершенно в другую эпоху с этого времени. Что я имею в виду? С этого времени, буквально второй день, когда Европа заявила о себе, в прямом смысле, не просто декларировала, заявила, и потом пошли конкретные действия по сформированию субъектности Европейского Союза. Это очень важный элемент вот в том, что происходит сейчас. Если бы не этот фактор, если бы Европейский Союз и европейские страны были бы в фарватере
Соединенных Штатов Америки, как это было до сих пор, но безусловно и беспрекословно выполняя волю и желание Соединенных Штатов Америки, можно было бы считать, что это был бы концом справедливого сопротивления и справедливого завершения вот этого мира. Но так как сегодня Европа, осознав, что Россия представляет реальную угрозу не только для украинцев, но и для их существования и будущего, и что Соединенные Штаты Америки, на которых они опирались все эти годы после Второй мировой войны, дали им четко понять, что им самим надо отвечать за свое будущее и вносить вклад за борьбу с теми угрозами, которые сегодня выставила Россия и Российская империя. И вот с этого времени появился очень мощный, еще мощный игрок в лице Европейского Союза. И то, что произошло буквально несколько дней назад, Британия и Европейский Союз подписали стратегическое союзное соглашение, конечно, это тоже очень позитивный момент в том смысле, что вот после Брексита ситуация складывалась не совсем хорошо вот в отношениях. И это очень радовало Россию и путинистов, которые видели в этом расколе ослабление европейцев и Европейского Союза. Но вот в результате вот тех действий и поведения Трампа и сегодняшней администрации Европейский Союз обрели субъектность. И это очень мощное подспорье для продолжения борьбы. А вот касаемо вот этих вчерашнего разговора, диалога, я на самом деле не обращал на это никакого внимания. Знаете, потому что мне абсолютно очевидно, Путин ни при каких обстоятельствах не пойдет на мир. Он не может остановить войну. Остановление войны даже вот при условиях, которые он выдвигает, во-первых, эти условия невыполнимы. Украина никогда это не признает и не сделает этого. Да, если бы даже это предположение было бы, что вот он мог бы заявить своему электорату и вот тому русскому мобилизационному ресурсу, который он мобилизовал в течение последних не 3 года, а 25 лет, подыгрывая на самых низменных инстинктах этой толпы, он привел ситуацию к тому, что мы сегодня имеем. 90% русистов поддерживают Путина в его неправедной агрессивной войне. Кто бы нам не доказывал, что Россия это не Путин, Россия не хочет войны, Россия ведет эту войну. Путин просто олицетворяет вот весь этот ужас, который несет русский великодержавный шовинизм всему человечеству. И поэтому вот для того, чтобы противостоять этому всему, есть сегодня мощный ресурс, это Европейский Союз, который не бросит Украину. И, конечно же, Путин на самом деле пытается добиться, используя Путина, того, чего он не мог добиться в результате 3 лет войны, агрессивной войны. А сейчас ему на помощь пришел Трамп. Хотя я до сегодняшнего дня пытался не высказываться по этому поводу, потому что руководство Украины, я как бы слежу за позицией и за тем, как они относятся. И сегодня мы тоже оставим это для позиции руководства. Но я абсолютно независимый ни от Трампа, ни от ситуации, ни от протокола, который сегодня создают новую форму общения и диктуют новые правила. Если бы сегодня президент Трамп, Соединенные Штаты Америки, разговаривая с Путиным, сказали бы: ты ведешь неправедную, агрессивную, преступную войну. Сначала останови войну, перестань убивать людей, а дальше будем обговаривать и говорить о первопричинах, обо всем и о будущем. Но сегодня, сейчас, если тем более Трамп все время подчеркивает, что это, если бы он был бы президентом, то война не началась бы. Сегодня он президент, и при нем каждый день убивает людей. Разговаривая, и при этом Трамп его каждый раз подчеркивает, что он его друг. Он к нему обращается как к другу. И то, что произошло сегодня или после вчерашнего разговора, что мы наблюдаем? Во-первых, Путин военный преступник.
был не рукопожатным, был ответственным за все те злодеяния, которые совершила Россия. Он находился в международной изоляции. И сегодня Трамп просто его выводит на другой уровень. Он выводит его из этого состояния и предлагает ему какую-то сделку. Сделку против чего? Против кого? Или во имя чего? И какая это сделка? Если эта сделка стоит жизни, человеческой жизни, которую он каждый день подчеркивает, что по 5000 погибают, и в это же время он не говорит ему «останови войну», он каждый раз его поощряет, его действия, подчеркивая и пытаясь оправдать его. Это становится уже соучастием. Но я уверен, абсолютно уверен в том, что как бы себя не вел президент Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки, эта страна, она займет позицию добра и справедливости. Рано или поздно мы к этому придем. И вот то, что сегодня олицетворяет Трамп и его политика вот в этой страшной войне, которую Россия развязала против Украины, это для истории. Я думаю, что история даст этому оценку. И мы еще станем свидетелями, что все это вернется на круги своя. Не может Соединенные Штаты Америки быть причастными к тем злодеяниям, которые совершает сегодня Россия в Украине. Не может Соединенные Штаты Америки стать соучастниками этих военных преступлений, которые совершает сегодня Россия и Путин. И поэтому я уверен в том, что нужно продержаться. И, конечно, я просто восхищаюсь руководством Украины. Они изначально, поняв, что происходит и что делают, когда их толкнули на то, что вот нужно с Путиным вести дипломатию, и президент Зеленский и его команда продемонстрировали высший пилотаж, мастер-класс дипломатии. Они не дали переиграть себя ни Трампу, который все время подчеркивал, и ни Путину, который манипулировал Трампом и пытался предстать в другом качестве. Они не допустили этого. И, конечно, все, что сегодня делает руководство Украины, это всецело отвечает интересам украинского и государства, и народа. Но и украинский народ, и украинцы, и руководство должны понять, что Путин ни на йоту не отказался от первоначальных целей, которые он перед собой поставил. Не Путин, а эта система. Сегодня решается вопрос. Помяните мои слова, я буду... Из этой войны может выйти только одно государство в том виде, в котором эта война начиналась. Или Украина должна сохраниться как государство, или Россия должна перестать существовать как империя вот в тех границах, в которых она начинала. Другого исхода в этой войне нет. И каждый, кто наблюдает за этими процессами, каждый, кто принимает участие косвенно в информационном, гуманитарном, добровольческих, они все должны исходить из того, что мы должны вести эту войну до победного конца. А победа наша заключается не только отстаивание своей целостности государства Украина, но еще привлечение к ответственности военных преступников и освобождение народов, которые сегодня Путин использует, колонизированных народов, которые Путин использует в качестве пушечного мяса, чтобы вести дальше агрессивные захватнические войны. Одна из главных причин, я всегда подчеркиваю, почему Путин не может закончить войну. Первый фактор – это вот этот, один из факторов, что он не может сегодня остановить войну. Их не 600, их 1 миллион. И вместе с обслуживающим персоналом 1,5 миллиона. Люди, которые занимают и получают, зарабатывают огромные средства, пока они находятся вот в этом положении. Экономика России переведена на военные рельсы. Однозначно. Это тоже другой фактор. Третий фактор. Мы не должны сбрасывать со счетов, что Путин находится в международном розыске. Любой момент, любой фактор остановления войны, и когда ситуация переходит в другое русло, и на другой уровень, он остается военным преступником. По человекам, подозреваемым в похищении украинских детей. Это очень серьезное обвинение, очень серьезное. Помимо, я имею в виду Бучу, Ирпень и другие массовые убийства, которые он совершает.
И вот буквально недавно Европейский Союз и лидеры европейских стран заявили о создании военного международного трибунала по военным преступлениям, совершаемым Россией в Украине. Вот этот фактор, конечно же, это означает, что а как из всего этого выйти? Во-первых, Россия, это не федерация. Российская империя, она сформировалась, существовала за счет захватнических войн. Есть очень такое правильное и логическое объяснение. Империя, которая переходит в оборону, она перестает существовать. Империя существует до тех пор, пока она ведет захватнические войны. Это первый принцип. И сегодня мы имеем дело не с федерацией, не с каким-то демократическим, а мы имеем дело с абсолютной империей, которые пронизаны вот этой великодержавной шовинистской идеологией, захватывать и уничтожать все, и приобщать к себе. Вот в этой ситуации остановить войну, это означало бы для Путина и для системы, которая его привела. И я абсолютный противник, Алена, того, чтобы мы персонифицировали проблему. Вот то, что нам сегодня хорошие русские пытаются доказать всему миру, и нам, и украинцам, что вот эта война не Россия ведет, а Путин эту войну ведет Россия. И до тех пор, пока Россия будет сохраняться в этих границах, и Россия будет сохраняться в этих границах, она будет сохраняться как империя. И она будет представлять угрозу, и она будет вести эти войны. И поэтому сегодня и Европейский Союз, все, кто считают Российскую империю для себя угрозой, должны сделать не только добиться победы в русско-украинской войне, чтобы Украина победила, но и того, чтобы народы, которые сегодня являются колонизированными, являются колониально зависимыми от России, они должны стать свободными. Мы не говорим, что Россия должна исчезнуть. Но Карфаген должен быть разрушен. Российская империя должна быть децентрализована. И на этом месте должны быть созданы несколько государств, которые в последующем впишутся в существующий мировой порядок и будут его поддерживать. А до тех пор, пока не произойдет это, Россия будет представлять угрозу. И мы не можем говорить о стратегической стабильности во всем мире. Не только в Европе, но и в мире. Луганской, Донецкой области, где сегодня находятся под российской оккупацией. Что бы они там ни сделали, это не исходит от мнения или от желания тех людей, которые находятся сегодня вынуждены сотрудничать с оккупационным режимом. Поэтому никакое отношение это не имеет к тому, как будет ситуация развиваться в республике. Все будет зависеть от того, сколько времени Чечня будет находиться под российской оккупацией и сколько времени Путин будет определять будущее и кто будет являться главной марионеткой. Но в данном случае это даже не вписывается в ту программу, которая для себя определил центр для Чечни. Конечно, нет. Это абсолютная такая... Нас отвлекают. Из Кадырова сделали такое пугало во всех отношениях. И отвлекают и журналистов, и политологов от основной проблемы. Проблема не в Кадырове. Болен он, не болен, здоров он, не здоров. И не в его семье. Проблема в том, что Чечня находится под российской оккупацией. И мы сопротивлялись 25 лет при современной войне. И продолжается сопротивление. Поэтому это все нас отвлекает нас от основной проблемы. Конечно, в Чечне есть очень серьезное подполье. В Чечне есть люди, которые не забыли, что происходит и кто они такие. Да? В большинстве своем сегодня, да, ситуация сложилась так. Те, кто работают на камере, они создают вот этот образ, что чеченцы все простили, все забыли, и мы стали все не чуть ли манкуртами. Но мы этот этап уже не один раз, 3 раза, это 3-й этап нашей истории. Я всегда об этом вспоминаю. И после распада Царской империи, после распада Советской империи, как мы восстанавливали именно государственность свою восстанавливали. И сейчас пойдет то же самое. Поэтому, да, сегодня мы бессильны изменить ситуацию в политическом отношении в республике. Но мы сегодня, те, кто считает, не забыл и борется за будущее чеченцев,
мы здесь находимся, мы в Украине. И мы здесь продолжаем вместе с украинцами бороться за наше общее будущее. И я уверен, что мы победим в этой войне. Наши бойцы на самом деле знают и осознают, если Россия сохранится в тех границах, если украинцы или устанут, или проиграют, и Россия останется в тех границах, в которых она начинала эту войну, или еще даже заполучит какие-то 5-6 украинских регионов, это отодвигает нашу свободу, нашу независимость. И поэтому наши бойцы, несмотря ни на что, они в строю, они продолжают, они верят, что мы должны продолжать борьбу и войну до тех пор, пока мы не сломаем хребет. Я имею в виду украинцы и вместе с нами, пока мы не сломаем хребет военной машины этой агрессивной страны, этой территории. И поэтому, и самое главное, у нас каждый чеченец или каждый человек сегодня, мы настолько политизированы, и они разбираются вот во всех этих нюансах, что они очень четко для себя понимают. И тем более эти молодые ребята, которые здесь находятся, они в войну в Чечне ввязались, когда им было 15 лет, 16 лет, 12 лет. А они выросли все время на этой войне. И, конечно, они очень серьезно, они первыми откликнулись на украинскую трагедию, начиная с 2014 года. Алена, если вы помните, как только начались события в Крыму и Луганской и Донецкой области. С этого времени чеченцы находятся на стороне украинцев. И мы будем до конца. И я верю, абсолютно верю, что мы в этой страшной войне мы победим. Мы призовем к ответу военных преступников. Сегодня эти фамилии Герасимов, любого военного, который сегодня повязан украинской кровью, они все повязаны чеченской кровью. Если даже не будет учрежден специальный военный трибунал по Чечне, вот сам факт, что этот трибунал будет по Украине, этого достаточно, потому что эти военные преступники, они одни и те же, которые были и в Чечне, и в Молдове, и в Грузии, и в Ингушетии, и сегодня в Украине. Поэтому наша задача довести и быть до конца с украинцами, которые сегодня отстаивают свою свободу и свое будущее. Один из позитивных моментов и положительного, что сделал Трамп и его администрация, это тоже, как они сделали так, что Европа стала становиться субъектом, точно так же они оставили в покое вот эту шелуху, которую сегодня сюда кого-то заслали, кто-то сам сбежал. Но все с 2014 года абсолютно занимали пропутинскую позицию в вопросах Крыма, Луганска, Донецка, и никто это не забыл. Но да, находясь здесь, им было не с руки говорить о том, что Крым наш, да, они поэтому говорили Крым украинский. Они поэтому говорили, что это война преступная. Но при этом подчеркивали, да, что они все время выступали за то, чтобы отменили санкции, что это Путин виноват, а народ и население, они бедные, несчастные, страдают. И Европа по отношению к ним или западный мир несправедлив. Вот все, кто выступали за отмену или за смягчение санкций, это были засланные казачки. И таковыми они остаются. И слава Всевышнему, Трамп из этих двух направлений, от казачков и самого диктатора, взял сторону диктатора. И, конечно, и сегодня это вот казачки, которые здесь появились, они утратили, они не востребованы. Есть еще какие-то форумы, которые создаются и пытаются о чем-то заявить. Но это абсолютно уже не актуально. И поэтому, я думаю, та работа, которую мы проделали для того, чтобы европейцы, украинцы разобрались, кто есть кто, мне кажется, мы сегодня уже достигли определенных успехов в этом отношении. Это тоже благодаря Трампу.